Переходим к следующему модулю, модуль 2 и 4, формирование мотивации и вовлеченности. Начинает выступление в этом модуле Ибрагимова Анна Федорисовна. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники конференции. Рада всех приветствовать. Меня зовут Ибрагимова Анна Федорисовна. Я преподаватель Карагандинского колледжа искусств имени Татимбета, дирижерско-хорового отделения. Я преподаватель специальных дисциплин. И сегодняшняя тема моего доклада – это виды мотивации и их значения. Это огромная тема такая, но я постараюсь очень кратко рассказать. Ну и, конечно, через призму моей специальности, именно хоровое дирижирование. Ну и так, начинаем. Введение. Мотивация играет огромную ключевую роль в образовательном процессе, особенно в области искусства, где требуется высокая степень вовлеченности и эмоциональной отдачи. Мотивация учащихся определяет их стремление к самосовершенствованию, развитию исполнительских навыков, а также формированию художественного вкуса. В данном докладе рассмотрены основные виды мотивации, а также специфические способы мотивации студентов на уроке хорового дирижирования. Ведь хоровое дирижирование – это сложное и многогранное искусство, а дирижер – это не просто человек, управляющий хором, а настоящий вдохновитель, который должен обладать отличной музыкальной подготовкой, ну, и быть хорошим коммуникатором, лидером и педагогом, способным сплотить коллектив и направить его усилия к достижению общего результата. И, конечно, мотивация в данной профессии играет ключевую роль, так как успех дирижера зависит не только от его личных способностей, но и от того, насколько он умеет мотивировать и вдохновлять исполнителей. В образовательном процессе мотивация учащихся особенно важна так как именно она определяет стремление к обучению. И преподаватель, который умеет создать условия для поддержания высокой мотивации студентов, способствует не только их профессиональному росту, но и развитию их творческого потенциала, что в дальнейшем позволит им стать успешными дирижерами. Ну и давайте перейдем плавно к понятию мотивации. Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения определенных целей. Она включает в себя комплекс внутренних и внешних факторов, влияющих на поведение личности. В образовательном процессе мотивация становится основным фактором, определяющим качество усвоения знаний и степень заинтересованности студента в предмете. Высокая мотивация позволяет студентам глубже погружаться в материал, осознавать его практическую значимость и стремиться к постоянному совершенствованию. Ну и в свою очередь отсутствие мотивации приводит к поверхностному усвоению знаний, снижению интереса и формальному отношению к обучению. В научной литературе существуют различные подходы к изучению мотивации. Одним из первых исследователей мотивации был американский психолог Абрахам Маслоу, предложивший пирамиду потребностей, согласно которой мотивация человека определяется уровнем удовлетворения его базовых потребностей. В его работе «Мотивация и личность» 1954 года изложены основные принципы этого подхода. Другой значимый вклад внес Фридрих Герцберг, разработавший теорию двух факторов мотивации, согласно которой существуют мотиваторы, фактор, влияющий на удовлетворение и на развитие, и гигиенические факторы, условия труда, предотвращающие неудовлетворение. Важно отметить, что данная теория имеет прямое отношение именно к образовательному процессу, так как студентам необходимы как благоприятные условия обучения, так и вдохновляющие факторы, способствующие их развитию. Дэвид Маклеллан предложил теорию потребностей в достижении, утверждая, что у людей есть три основные мотивационные потребности. Первое – стремление к успеху, второе – желание власти и третье – потребность в принадлежности к группе. Эта концепция важна именно вот для преподавателей хорового дирижирования. Почему? Поскольку успешная работа коллектива требует сочетания всех трех факторов. Стремление студентам к высокому уровню исполнения, вот это первое, да, способность дирижера управлять коллективом, второе, и формирование дружной вот атмосферы в коллективе, в хоре, в ансамбле и так далее.
Примеры мотивационных механизмов можно найти в педагогике, психологии и музыковедении. Например, теория Врума о мотивации ожидания объясняет, как студенты оценивают вероятность успеха в обучении и насколько этот успех связан с их усилием. В музыкальном образовании мотивация рассматривается как процесс формирования внутренней потребности в творчестве, что нашло отражение в работах Выгодского, который подчеркивал роль социальной среды и взаимодействия в обучении. Таким образом, изучение различных теорий мотивации и их применение в образовательном процессе позволяет преподавателям выстраивать эффективные стратегии обучения, способствующие развитию студентов и достижению ими высоких профессиональных результатов. Хотела бы рассказать очень кратко о видах мотивации. Более подробно расскажут уже мои коллеги, которые будут после меня читать свои доклады. Но так вот, виды мотивации существует несколько классификаций. Это две, да, внутренняя мотивация и внешняя. Очень кратко расскажу. Внутренняя мотивация формируется из желания самого студента развиваться и достигать новых высот. Она связана с осознанным, именно осознанным интересом к предмету, стремлением к самореализации и желанием преуспеть. Внешняя мотивация. Внешняя мотивация обусловлена факторами, находящимися вне личности обучающегося. Это может быть стремление получить высокую оценку, желание завоевать уважение преподавателя или конкуренция среди сверстников. Или, например, студент может усердно готовиться к экзаменам, чтобы получить высокий балл, да, чтобы в дальнейшем получать стипендию, а в дальнейшем поступить на грант в университет, в консерваторию, ну и так далее. То есть вот такая внешняя мотивация играет важную роль в обучении, особенно на ранних этапах, когда студент еще не полностью осознал значимость предмета. К примеру, если преподаватель внедряет систему поощрений за активное участие на занятиях, это может побуждать студентов к более ответственному подходу к обучению. Однако, в отличие от внутренней мотивации, внешняя мотивация часто носит кратковременный характер и может ослабевать, если пропадают внешние стимулы. Поэтому сочетание внутренней и внешней мотивации создает наиболее благоприятные условия для эффективного обучения. Важно, чтобы преподавателю стимулы для поддержки интереса студентов, постепенно формируя у них внутреннюю мотивацию, которая будет служить основой для их профессионального роста. Ну и очень кратко расскажу значение мотивации для учащихся. Ну, конечно, первое – это повышение интереса к предмету. Второе – это формирование профессиональных навыков. Третье – преодоление трудностей. Мотивация помогает студентам справляться с возникающими сложностями просто, да. И четвертое – развитие самостоятельности и креативности. Конечно, самомотивированные студенты чаще проявляют инициативу, создают собственные какие-то проекты, ищут новые формы, художественные выражения, находят какие-то нестандартные решения в интерпретации музыкальных произведений. Пятое – влияние на будущую карьеру. То есть высокая учебная мотивация формирует базу для дальнейшего профессионального роста, помогает учащимся уверенно чувствовать себя на сцене, в роли руководителя хора. Умение сохранять мотивацию на протяжении всей карьеры, да, способствует развитию успешных дирижеров и педагогов. Так, и в заключение хотела бы сказать способы и методы мотивации учащихся на уроках хорового дирижирования. Это первое, ну, конечно, создание атмосферы творчества и вдохновения. Уроки должны включать живое общение, примеры выдающихся дирижеров, разбор их техник и подходов, конечно, какие-то видео примеры, да, и так далее. Постановка конкретных целей и задач. Студенты должны видеть четкую перспективу, понимать, зачем они изучают тот или иной материал. Третье – использование практикоориентированных заданий, разборы дирижирования произведений в реальных условиях и создать им такие условия, что мы берем, допустим, произведение сцену из оперы. Не просто вот сцену мы работаем над партитурой, много голосов, там оркестровое, что-то, очень много всего. Но смотреть в целом, то есть разбор полностью оперы, история создания, разбор самого композитора, поговорить о нем, о его жизни, да, то есть это целый комплекс, чтобы студент посмотрел как бы на свою работу не как маленькую часть вот, оперы, да, а как на большую объемную работу. Ну и, конечно, четвертое – личностный подход. Каждому студенту важно ощущать индивидуальный подход преподавателя, учитывать его сильные и слабые стороны. Ну, конечно,
Конечно, это видеоуроки, мастер-классы известных дирижеров, интерактивные платформы для взаимодействия студентов и преподавателей. Конечно, используемые практические кейсы, активно применяются мастер-классы. В учебных заведениях мы, допустим, в своем, да, мы используем методы интеграции практики и теории, когда студенты дирижируют не только в аудитории, но и на разных концертных площадках. То есть продвинутых студентов мы уже выставляем на концерты, на какие-то мероприятия. Караян, допустим, отмечал важность личного примера, наблюдения за работой мастера мотивирует студентов к самосовершенствованию. Но я буду заканчивать свой доклад и скажу маленькое заключение, что современные технологии, психологические аспекты, социальная поддержка и творческие методы обучения играют важную роль в формировании устойчивой мотивации. Всем огромное спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я слушаю внимательно. Спасибо. Коллеги, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, не стесняемся. Так, вопросов нет, тогда мы переходим к следующему спикеру. Спасибо Я большое. предоставляю слово Армановой Нургуль Рашидовне. Добрый день, уважаемые коллеги. Арманова Нургуль Рашидовна, КГУ специализированная музыкальная школа-интернат, преподаватель по классу скрипка. Тема моего выступления – это проблемы мотивации. Цель данного доклада – определить основные причины низкой мотивации учащихся в занятиях, что мешает им достигнуть вершины мастерства в освоении и совершенствовании игры на инструменте. Одной из основных проблем современной школы – это нежелание детей учиться, то есть отсутствие мотивации. Вообще обучение игре на музыкальных инструментах – это достаточно сложный процесс, длительный, который требует высокой дисциплины, терпения и регулярной практики. Если брать начальное обучение, то нельзя сбрасывать со счетов биологическое созревание. То есть биологически несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать. Это проверено опытом. Согласитесь, да, сколько бы мы ни наблюдали за шестилетками, они всегда сложнее адаптируются, нежели семилетки. Итак, трудности, с которыми сталкиваются малыши, не посещавшие детский сад. Многие дети не посещают детский сад, что сказывается на их становлении. А ведь именно в контакте с ровесниками рождается произвольное поведение. Для успешной учебной деятельности детей необходимо учить их жить в коллективе. Дети, посещавшие детский сад, привыкли жить по расписанию, а домашние детки, даже в том случае, если родители старались соблюдать режим дня, они имели гораздо большую степень свободы. В результате резкий переход такого ребенка на жесткий школьный режим становится сильным стрессом. И таких детей на сегодняшний день, к сожалению, очень много. У них серьезные проблемы с психологической адаптацией, практически у 40%. И таким детям грозит социальная дезадаптация. Главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана с семейным воспитанием. Если ребенок приходит в школу из семьи, где он не чувствовал переживания «мы», он в новую социальную общность в школу входит с трудом. Он бессознательно стремится к отчуждению. Вторая причина – это неправильная мотивация к учебе. Для ребенка, не посещавшего детский сад, школа – это прежде всего возможность пообщаться, найти новых друзей, что называется, на людей посмотреть, на себя показать. И, к сожалению, на выстраивание этих отношений порой тратится у них все свободное время. Третий вопрос, остро встающий перед школьником – это взаимоотношения с учителем. Домашний ребенок может панически бояться учителя, у него может отключаться внимание на уроках. Такой уход в себя вызван страхами малыша перед реальностью. Задача родителей – обеспечить благоприятные условия для такого общения еще до школы. И еще одна проблема – это строгий режим, с которым многие домашние дети впервые сталкиваются именно в стенах учебного заведения. Так какие же основные причины детского «не хочу»? Первое. Отсутствие полного понимания, что такое занятие музыкой. Многие люди искренне считают, что музыка – это легкое времяпровождение. Правда, все эти люди, они никогда не учились музыке и не могли наблюдать процесс обучения в ближайшем окружении. Ведь виртуозное исполнение – это результат многих часов занятий в течение многих лет. И ребенок, который до начала занятий музыкой был уверен в простоте и легкости этого вида деятельности, может испытывать сильное разочарование.
Ребенок, настроенный на развлечение, вскоре начинает себя чувствовать каторжником. И также непонимание проблемы родителями только усугубляет ситуацию. Поэтому путь становления музыканта коротким и простым не назовешь. Второе. Усложнение музыки. Музыка – это сложно. Эта крайность тоже чревата не менее неприятными последствиями. Психологи утверждают, что регулярная вербализация сложности процесса вызывает у детей снижение умственных способностей и ведет к потере здоровья. Само слово «сложно» детям говорить противопоказано. В результате ребенок не справляется с тем, с чем он быстро бы справился, если бы услышал, что музыка – это очень интересно и увлекательно. Поэтому специалисты рекомендуют урок начинать не с таких фраз, что, допустим, сегодня мы будем проходить сложную тему, а наоборот, сегодня у нас будет достаточно интересная тема. Поэтому музыканты к тому же могут использовать чрезвычайно удобное в данном случае слово «поиграем». Потому что да, в понимании ребенка игра – это всегда увлекательно, весело и здорово. Третье. Усталость, переоценка физических возможностей. Наступление усталости практически неизбежно, когда занятие носит регулярный характер, вменена в обязанность и качество ее выполнения оценивается. Для детей же вмененная рутина особенно изнурительна, а систематическая оценка результатов работы, их работы по бальной школьной системе вызывает эмоциональные перегрузки и провоцирует дискомфортное состояние. Поэтому надо быть готовым, да, юному музыканту, который работает в то время, когда его друзья развлекаются, что несколько раз в неделю он получает оценки, каждую четверть сдает экзамен, академические концерты, технические зачеты. Рано или поздно он начинает протестовать. Занятие музыкой – это дополнительная нагрузка на мозг и тело. Часто родители путают лень с физической усталостью юного музыканта, а ребенок в это время просто выдыхается. Так могут, кстати, перегореть даже самые талантливые, высокоодаренные дети. Сюда также можно отнести наличие у ребенка проблем со здоровьем, которые являются препятствием к освоению того или иного инструмента. Допустим, да, нельзя отдавать ребенка с неправильным прикусом, со слабыми легкими, да, на духовой инструмент, а детей с заболеванием суставов на струнные, на фортепианное отделение. Так, далее. Четвертое. Отсутствие организации домашних занятий. Очень важно продумать расписание дня. Оно должно быть составлено так, чтобы в помещении, где занимается ребенок, во время занятий были обеспечены элементарные условия. То есть не был включен телевизор, да, не было каких-то отвлекающих шумов и так далее. Также домашние занятия должны быть систематическими и ежедневными. Если ребенок занимается только перед уроком, то, конечно, эта работа малоэффективна, потому что многое, что было достигнуто на уроке с педагогом, оно утрачивается и сводится на нет. Для этого необходимо выставить график занятий, занятий так, чтобы ребенок добивался результата, затрачивая как можно меньше времени. Один из оптимальных вариантов – это кратковременные, но регулярные занятия с использованием перерывов между другими делами и развлечениями. Пятое. Внешне отвлекающий фактор. Обучение ребенка требует много времени не только в школе, но и дома. Вокруг него кипит многоцветная жизнь с различными соблазнами. И одной из главных причин, уже много раз указывали об этом, что является пользование всевозможными гаджетами, использование которых с каждым годом только увеличивается. Дети часами проводят время в телефонах, смартфонах, а иногда и пользуются несколькими гаджетами одновременно. Устройствами. С этим связано много неблагоприятных последствий для здоровья детей, включая проблемы со сном, памятью, ухудшение зрения, нарушение в работе опорно-двигательного аппарата, снижение стрессоустойчивости, также нарушение общения с внешним миром. Поэтому родителям необходимо контролировать это время и как-то его регулировать. Шестое. Конфликт с педагогом. Можно выделить две основные причины. Первое – это личный конфликт. Существует распространенная причина личного неприятия – это взаимонепонимание между учителем и учеником. Конфликт может возникнуть как спонтанно, так и вследствие какого-то события. Второе – это профессиональный конфликт, который может случиться из-за непонимания учащегося, думая, что ему дают несоответствующую, завышенную программу, либо педагог ведет уроки монотонно или однообразно. Поэтому родителям необходимо
Всегда держать руку на пульсе, общаться с педагогом как можно чаще, не жалеть времени на разговоры, да, интересоваться обучением своего ребенка. А в свою очередь педагог должен вести уроки доступно, разнообразно, вовлекать учащегося в процесс. И 7-й пункт, который я выделила, это переоценка музыкальной одаренности. Ошибка некоторых родителей, детей-музыкантов, кроется не в факте убежденности в наличии у ребенка способностей, а в определении их типа и области их реализации. Важно помнить, что концентрация усилий в данном направлении и пренебрежение другими может обойтись ребенку дорого. Особенно если родители ждут каких-то выдающихся успехов в той сфере, где способности ребенка не дотягивают до уровня предъявляемых к ним требований. Самый непредвзятый анализ потенциала необходим ребенку, которому родители прочат карьеру профессионального музыканта. Ведь уровень способностей здесь определяет многие составляющие. Среди них и наличие хороших музыкальных данных, интеллектуальных способностей, развитой эмоциональности. Отсюда следует вывод, что занятия музыкой будут для ребенка благом лишь в том случае, при условии соответствия требований его творческому и исполнительскому потенциалу. В заключение хотела бы сказать, что проблема мотивации – это одна из ключевых проблем в педагогике. А многие ученики сталкиваются с трудностями, теряют интерес, когда они видят прогресса, и считают процесс обучения очень скучным. Поэтому преподаватели должны помогать ребенку, уметь вдохновлять ученика, помогать ему преодолевать трудности, чтобы он видел результаты своего труда. Тогда только обучение становится не только продуктивным, но и увлекательным процессом, который приносит радость и удовлетворение. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Нургуль Рашидовна. Коллеги, если есть вопросы, давайте обсудим. Так, вопросов нет, тогда мы продолжаем нашу конференцию. Выступает Цветцих Елена Валерьевна. Добрый день, коллеги. Цветцих Елена Валерьевна. Тема моего доклада – факторы, влияющие на мотивацию и вовлеченность детей в классе фортепиано. Мотивация и вовлеченность учащихся являются ключевыми аспектами эффективного процесса обучения. Класс фортепиано, как одна из наиболее сложных дисциплин, требует от детей не только музыкальных навыков, но и устойчивого интереса, внутренней мотивации и высокой степени вовлеченности в учебный процесс. Важно отметить, что мотивация детей в музыкальном обучении в значительной мере зависит от сочетания внешних и внутренних факторов, индивидуальных особенностей ученика, педагогических подходов и используемых методик. Целью данной работы является исследование факторов, которые влияют на мотивацию и вовлеченность детей в классе фортепиано. Рассмотрены будут как личностные, так и внешние факторы, роль преподавателя и его методы преподавания. В рамках исследования также уделено внимание психоэмоциональному состоянию учащихся. Результаты данного исследования могут быть полезны для педагогов, стремящихся создать более эффективные методики обучения. В классе фортепиано создание мотивации к изучению музыки требует определенных условий, которые способствуют формированию у детей глубокого интереса к предмету и устойчивой вовлеченности в учебный процесс. Одним из таких условий является процесс погружения учеников в новые знания в сфере музыки. Когда дети начинают осваивать новые музыкальные концепты, например, различные стили исполнения, они ощущают прогресс, что стимулирует их к дальнейшему развитию. Погружение в разнообразие музыкальных стилей и жанров позволяет ученикам увидеть музыку не только как набор нот и технических упражнений, но и как искусство, которое открывает перед ними новые горизонты для самовыражения. Преподавание, ориентированное на открытие новых знаний и навыков, расширяет кругозор учащихся, что в свою очередь увеличивает их увлеченность предметом. Кроме того, вовлечение учащихся в процесс изучения музыки требует от преподавателя использования подходов, способствующих личностному развитию каждого ученика. Это включает использование интерактивных методов обучения, таких как игры, обсуждение музыкальных произведений, совместное исполнение, возможно, импровизация. Деятельность, направленная на саморазвитие, представляет собой важный аспект в образовании. Такой подход ориентирован на активное участие ученика в процессе обучения, что позволяет ему стать более независимым и осознанным в своем музыкальном развитии. Саморазвитие в музыкальной сфере включает в себя развитие критического мышления, способность самостоятельно анализировать и корректировать свою игру. Это процесс, при котором ученик становится более активным участником в своем музыкальном обучении, принимая ответственность за свой прогресс.
Важной частью этого процесса является осознание учениками своих сильных и слабых сторон, что способствует более глубокому пониманию своих возможностей. Одним из ключевых аспектов саморазвития является формирование у детей навыков самостоятельного обучения, умение ставить цели, планировать свою деятельность, а также анализировать результаты, что помогает им совершенствовать свою игру и расширять репертуар. Важно, чтобы преподаватели создавали условия, в которых дети могли бы свободно исследовать музыкальное произведение, разрабатывать собственные интерпретации и находить нестандартные решения. Самовоспитание – это процесс, в котором учащийся осознает свои внутренние мотивы, устанавливает собственные цели и стремится к личностному и профессиональному росту. Этот процесс является неотъемлемой частью музыкального образования, поскольку помогает ребенку не только совершенствовать свои технические навыки, но и формировать позитивное отношение к обучению музыке. Одним из ключевых аспектов самовоспитания является развитие таких личностных качеств, как настойчивость, ответственность, самоконтроль и уверенность в своих силах. Систематическая работа, направленная на развитие этих качеств, помогает учащимся преодолевать трудности и находить пути решения проблем. Кроме того, такая проблема способствует формированию внутренней мотивации, поскольку учащиеся начинают ценить усилия, которые они вкладывают в обучение. Позитивный настрой, в свою очередь, является неотъемлемой частью мотивации учащихся. Важно, чтобы ученики воспринимали учебный процесс не только как обязанность, но и как увлекательное путешествие. Это требует от преподавателей профессионализма, способности создать в классе атмосферу доверия и поддержки. Стимулируя учеников к экспериментам и самовыражению, преподаватель способствует формированию у детей положительного отношения к музыке и учебному процессу в целом. Отдельно стоит отметить саму обстановку в классе, который должен быть оборудован качественным инструментом. Наличие увлекательных материалов и современных ресурсов, включая видеоуроки и различные музыкальные приложения, также помогут поддержать интерес к обучению у детей. В детских музыкальных школах мотивация учащихся зависит от черт их личности, которые включают различные аспекты, играющие важную роль в процессе обучения музыке. Одним из таких аспектов является эмоциональное восприятие и реакция на музыкальные процессы. Эмоциональное восприятие музыки у детей является важным фактором, который напрямую влияет на их вовлеченность. Дети, которые эмоционально воспринимают музыкальные произведения, могут не только лучше понять содержание произведения, но и почувствовать глубокий смысл. Это восприятие помогает ученикам создать связь между музыкой и собственными переживаниями, что усиливает их интерес и желание изучать новые произведения. Реакция на музыкальные процессы также зависит от эмоционального состояния ученика. Дети с выраженной эмоциональной отзывчивостью могут более ярко переживать как успехи, так и неудачи в процессе обучения. Это, с одной стороны, помогает им глубже почувствовать музыку, но с другой стороны, может привести к переживаниям по поводу неудач. Педагогам важно уметь направить эти эмоции в конструктивное русло, поддерживая позитивный настрой и помогая детям преодолевать трудности в процессе обучения. Личные интересы и потребности в музыке также играют ключевую роль в мотивации учащихся в детских музыкальных школах. Эти аспекты напрямую влияют на то, как дети воспринимают музыкальное обучение. Каждый ребенок имеет индивидуальные музыкальные предпочтения, которые могут варьироваться. Например, одному ребенку может быть интересен классический репертуар, в то время как другой будет более склонен к освоению современной музыки. Когда преподаватели учитывают личные интересы учащихся, они могут более эффективно мотивировать их, предлагая произведения, соответствующие вкусу учащихся. Кроме того, потребности учащихся в музыке также играют важную роль в мотивации. Эти потребности могут быть разнообразными, от потребности в самовыражении через музыку до желания научиться играть определенные произведения или достичь определенного уровня мастерства на инструменте. Например, ребенок может испытывать потребность в эмоциональном выражении через музыку, а другой ученик может стремиться к техническому совершенству и будет более сосредоточен на освоении сложных произведений, достижении высокого уровня исполнения. Когда педагог понимает личные интересы и потребности каждого ученика, он может выстроить индивидуализированный подход к обучению. Необходимо также произведения, чтобы соответствовали уровню учащихся. Слишком сложное сочинение может демотивировать, в то время как слишком простое не стимулировать прогресс. Правильное сочетание сложностей и достижимых целей помогает поддерживать интерес и ощущение успеха. Каждый учащийся индивидуален, преподавателю необходимо учитывать особенности личности и темп обучения. Уверенность в себе и оценка своих музыкальных навыков играют ключевую роль в процессе обучения музыке. Эти аспекты влияют на
мотивацию учащихся, их способность преодолевать трудности и стремление к совершенствованию. Развитие уверенности в себе помогает детям осознавать свои возможности, а реалистичная оценка собственных музыкальных навыков позволяет более эффективно планировать учебный процесс и избегать разочарований. Уверенные в себе дети склонны брать на себя более сложные задачи, не избегают сложных произведений и открыты к новым музыкальным вызовам. Они не переживают из-за ошибок, а воспринимают их как естественную часть процесса обучения. Оценка своих музыкальных навыков также оказывает большое влияние на мотивацию ученика. Если ребенок адекватно воспринимает свой уровень развития и понимает, какие именно аспекты его игры требуют улучшения, он будет более настроен на систематическую работу и улучшение своих результатов. Важно, чтобы педагог помогал ученику развивать правильное восприятие своих успехов и ошибок. Преподаватель должен поощрять достижения, даже небольшие, чтобы ребенок чувствовал прогресс, что укрепляет уверенность в себе. В то же время важно конструктивно подсказывать, какие аспекты требуют улучшения, но делать это таким образом, чтобы ученик воспринимал критику как возможность для роста, а не как неудачу. Особое значение имеет создание атмосферы поддержки и понимания в классе. Когда дети чувствуют, что их усилия ценятся и поддерживаются, их уверенность растет, что стимулирует их дальнейшее развитие. Также важно учитывать, что уверенность в себе и адекватная оценка своих способностей формируются через опыт. Часто именно регулярные выступления, участие в музыкальных конкурсах или концертах дают учащимся возможность почувствовать свой прогресс и убедиться в своих силах, стать поводом для гордости. В то же время ученик, участвуя в концертах, взаимодействует с другими учениками, он понимает свою роль в коллективе. Играя в ансамбле, такой ребенок может получать удовольствие от совместного выступления. Уверенность в себе и правильная оценка своих музыкальных навыков являются не только важными элементами для успешного обучения, но и для формирования долгосрочной мотивации и стремления к развитию. Понимание своих сильных и слабых сторон помогает детям более целеустремленно работать над собой, преодолевать трудности и достигать высоких результатов в музыкальной практике. Итак, мотивация учащихся в классе фортепиано является многогранным процессом, который зависит от множества взаимодействующих между собой факторов. Для того, чтобы создать устойчивое желание учиться и развиваться в музыкальной среде, важно обеспечить определенные условия. Развитие музыкальных способностей, основанное на саморазвитии, играет ключевую роль в формировании у детей самостоятельности, творческого подхода и уверенности в своих силах. Культивирование личностных качеств и позитивного настроя, возникающих в процессе самовоспитания, поддерживает и укрепляет желание учащихся продолжать свой путь в музыкальном образовании. Особое внимание в контексте мотивации следует уделить личностным особенностям учащихся, таким как эмоциональное восприятие музыки, личные интересы и потребности, уверенность в себе, оценка собственных музыкальных навыков, а также стремление к личностному и профессиональному росту. Все эти элементы взаимодействуют, поддерживая и усиливая желание детей преодолевать трудности и достигать новых высот в музыкальной сфере. Таким образом, создание условий для развития мотивации в музыкальном обучении требует комплексного подхода, который включает как развитие профессиональных навыков, так и поддержку личностных качеств учащихся. Когда все эти факторы гармонично взаимодействуют, учащиеся получают не только знания и умения, но и уверенность в собственных силах. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Спасибо, Елена Валерьевна. Коллеги, есть вопросы? Тогда продолжаем нашу конференцию. Выступает Тулеубаева Эльмира Амангельдиевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Тулеубаева Эльмира Амангельдиевна, преподаватель обязательного фортепиано в колледже искусств имени Татимберта. Тема моего доклада – как формируется внутренняя мотивация учащихся. Мотивация в образовательном процессе – это важнейшая тема в современном образовании. Вопросы формирования и повышения мотивации к учебе являются наиглавнейшими, как многие психологические и педагогические вопросы. Мотивация – это ключ к успеху, основной двигатель в процессе познания и творчества. Сама по себе у детей она не появляется, за редким исключением, если это ребенок одарен и талантлив в данной профессии. Но появляется она в процессе взаимной целенаправленной совместной деятельности взрослых, педагогов и родителей. От заинтересованности и вовлеченности, конечно, самого же ребенка. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, влияющих на степень желания ученика активно участвовать в учебном процессе и достигать поставленных целей.
Существует древняя мудрость, которая гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Родители приводят детей в музыкальную школу, но полюбить занятия музыкой может только ребенок сам. Мотивация и вовлеченность в процесс появляется тогда, когда появляется у него интерес и желание заниматься. Интерес к обучению появляется тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха, писал Василий Александрович Сухомлинский. Это советский педагог-новатор, писатель, автор многих книг, посвященных детям. 100 советов учителю, сердце отдают детям, о воспитании. Он также создатель педагогической системы, основанной на признании личности ребенка как высшей ценности, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. Существует две категории стимулов. Ну, вот уже ранее говорилось, что это внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Но внешняя мотивация, она строится на основе внешних стимулов и подкрепляется в виде похвал, наград, признания или даже иногда страхом наказания. А внутренняя мотивация – это создание интереса к самому процессу обучения, это искренняя увлеченность предметом. Когда ученики находят предмет интересным и увлекательным, они более способны, склонны к обучению. Внутренняя мотивация не зависит от внешних факторов, от наград и оценок. Это стремление, основанное на получении удовольствия от самого процесса деятельности. И именно такой вид мотивации считается более устойчивым и долгосрочным. Внутренняя мотивация – это категория формирующаяся, которая должна пройти этапы от внешнего фактора к пониманию личного смысла. Интернализация. Есть такой термин, который обозначает процесс перехода от внешней мотивации к внутренней, когда человек начинает осознавать смысл деятельности в собственной системе ценностей. В педагогике такой вид мотивации, когда усвоение ценностей переходит до такой степени, что определяет поведение индивидуума. Достичь высокого уровня внутренней мотивации непросто. И много понимают важность и нужность обучения и знают, чем бы хотели заниматься во взрослой жизни. Ну, конечно, тоже не всегда. Но рассмотрим несколько ключевых аспектов в работе педагогов, способствующих формированию внутренней мотивации. Первое – это понимание важности изучаемого предмета. Знание – это единственное богатство, которое увеличивается, когда его делят. Написал древнегреческий философ Сократ о фундаментальной роли обучения. Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте и человечности. Это слова Василия Александровича Сухомлинского. Ученые мира уже давно доказано, что дети, занимающиеся музыкой, они более ориентированы на развитие. Научно подтвержденный факт, что дети, занимающиеся музыкой, опережают в своем развитии сверстников в умении концентрировать свое внимание, у них быстрее развивается координация движений, память и мышления. Кроме того, регулярное занятие музыкой дисциплинирует и организовывает детей с ранних лет, учат умению распределять и ценить время. Возможно, поэтому родители с радостью и надеждой отдают своих детей в музыкальные школы и кружки. Пусть не все дети становятся профессиональными музыкантами, но занятия музыкой оставляют свой положительный след в детских душах. Дети понимают и чувствуют силу и красоту искусства. Достаточно посмотреть, с каким удовольствием они выступают на различных концертах, участвуют в конкурсах и радуются аплодисментам. Второй аспект – это вызов конкуренция. Конкуренция – это один из способов привлечь внимание к учебе и мотивировать на успех. Но конкуренция может быть палкой о двух концах. Быть чрезмерно нацеленным на конкурентную борьбу и бояться ее одинаково неверно. Суть здоровой конкуренции в наличии соперника, так называемого немезиды. Немезида – это древнегреческая богиня справедливого воздаяния и воздаяния за чрезмерную гордость. Идея конкуренции в том, чтобы выбрать себе достойного соперника, цель которого мотивировать вас к совершенствованию. Это знак уважения к достижениям как своим, так и достижениям соперника. Например, в британских школах воспитывают в детях чувство конкуренции. Количество поступающих в частные школы Англии могут достигать 19 человек на место. То есть ребенок должен обойти 18 довольно сильных конкурентов. Дальше в учебе каждый день ему придется принимать новые вызовы. Учиться конкурировать с другими, но самое главное – с самим собой. Такая школа формирует иной уровень мышления. Историк Дэвид Киностон и экономист Фрэнсис Гриб в своей книге о частном британском образовании
приводили статистику. 60% британских победителей Оскара обучались в частных школах. 1/3 победителей Олимпийских игр также посещали частные школы. Дети формируют характер не только из-за качества образования, сколько потому, что конкурируют за некое место, за хорошие результаты. И приучаются ценить свои результаты и успехи. Как научить ребенка правильно конкурировать? Начинать нужно с малого. Понятия лучший и худший не должны быть из ряда обидного для ребенка. То есть следует легализовать понятие конкуренции. Участие во всевозможных конкурсах, где цель – это не только грамота и приз, а развитие стойкости, соревновательного духа и умение прожить все эмоции любого конкурсного состязания от победы до поражения. Хвалить ребенка следует правильно, за приложенные усилия, за стойкость в работе над ошибками, которые приведут к достижению результата, но не только за талант. Следует подчеркнуть усилия, приложенные к делу. Важно также понять, что конкуренция нужна не для того, чтобы утереть кому-то нос, а для понимания собственного пути, каким ты становишься, конкурировать прежде всего с самим собой. Для этого будет идеально записывать результаты, чтобы видеть, насколько улучшились навыки. Участие в конкурсах – это возможность и вызов продемонстрировать на публике свои навыки и умения. Публичные выступления всегда дают положительный результат. В конкурсах царит творческая обстановка, перед ребенком стоит задача уметь собраться и выступить как можно лучше. Победа и участие в конкурсах мотивируют детей к дополнительным занятиям, повышают уровень профессиональной подготовки, создают ситуации успеха. Третий аспект – это обучение новым навыкам. Научиться чему-либо новому, пополнить свои знания и умения – это отличный повод для формирования мотивации. Занятия по предмету часто строятся по заранее утвержденным учебной части, планам, программам, репертуару. Основное внимание на уроках уделяется нотному тексту, работе над данным выбранным произведением. Это долгая и кропотливая работа над штрихами, фразировкой, правильной аппликатурой, педализацией и многими другими задачами. Но помимо выполнения основных требований по предмету, интересно будет уделить время обучению новым навыкам, таким, например, как умение гармонизовать мелодию, аранжировать ее, подобрать аккомпанемент. На практике получается, что выпускники музыкальных школ не всегда умеют заниматься этим. Как правильно научить ребенка гармонизовать мелодию? Гармонизация мелодии – это процесс подбора аккомпанемента, поддерживающего мелодическую линию. Здесь нужны знания по гармонии, по сольфеджио, умение определить тональность, знание главных ступеней лада, тоники, субдоминанты, доминанты, игра аккордов от ступеней, тональность, обращение аккордов и септаккордов. Начинать можно гармонизовать с самых простейших мелодий, подобрать к ней аккорды, затем поиграть аккомпанемент различными вариантами, фигурациями, послушать и выбрать наиболее подходящее сопровождение. Для написания аранжировок нужны еще большие знания о стилях, о жанрах в музыке, навыки исполнения различных ритмических рисунков, добавление украшений и деталей в нотную ткань. Умение играть в ансамбле – это тоже новый навык, который развивает именно навыки творческого сотрудничества. Ансамблевая игра нравится детям и вырабатывает командный дух. Четвертый пункт – это умение ставить цели и достигать их. Существует много методик по постановке и достижению целей. Все они подтверждают, что без мотивации добиться чего-либо непросто. Так же, как и без умения ставить правильную цель, сложно быть мотивированным. Я не буду перечислять тут несколько методов, времени потому что нет. Методы, кратко скажу, метод SMART, метод есть, метод Брайана Трейси, метод Марка Аллена, метод Локка и Летема. При постановке цели важно уметь сформулировать цель так, чтобы она уже из просто ощущений трансформировалась в определенные действия. Правильно сформулированные цели мотивируют на действия. Важно, чтобы цели были понятными и достижимыми. С младшими учениками лучше выбрать краткосрочные цели на одно занятие, неделю или четверть. С учениками постарше можно ставить долгосрочные цели, связанные с выбором будущей профессии, с построением успешной карьеры. Четко сформулированная цель стимулирует внутреннюю мотивацию. И ученики начинают видеть связь между своими усилиями и конечным результатом. Следующий, пятый пункт – это возможность выбора. Предоставление ученику возможности выбора – это один из успешных методов формирования мотивации. Когда педагог дает ребенку свободу выбора, он этим выражает ему свое доверие.
Ученик при этом чувствует, что его мнение учитывается, поэтому становится более заинтересованным и вовлеченным в процесс. При выборе репертуара следует дать ребенку возможность самостоятельно выбрать понравившееся ему произведение. Иногда можно включать дополнение к классическому репертуару, выбранные им современные популярные мелодии. Нужно учитывать мнение ребенка в обсуждении вопросов трактовки и в исполнении произведений. Также можно здесь отметить интерес и увлекательность. Сделать занятия увлекательными помогут различные игровые методы. Это музыкальные викторины, конкурсы, применение современных технологий, интерактивные приложения, анимации о композиторах. 6-й пункт – это поддерживающая среда. Поддерживающая среда – это дополнительный ресурс на пути к достижению поставленной цели, когда имеются трудности с мотивацией. Это те факторы окружающей среды, которые вселяют в нас спокойствие, уверенность и вдохновляют на дальнейшие действия. Для создания хорошей поддерживающей атмосферы нужно проанализировать все имеющиеся факторы и определить те, которые помогают нам. Поддержка играет ключевую роль в мотивации и реализации, помогает справиться с трудностями и придает уверенности в себе. Как создать поддерживающую среду в процессе обучения? Это эмоциональная поддержка, которая выражается в создании доброжелательной атмосферы. Учитель на уроке – это ответственное лицо, от него зависит успех или неуспех, атмосфера в классе и общий настрой. Важно быть терпеливым, открытым, доброжелательным и готовым помочь. Следует избегать жесткой критики, сравнения учеников между собой. Даже небольшие успехи должны отмечаться педагогом и быть стимулом для дальнейших шагов в обучении и приобретения большей уверенности в себе. Ошибки учащегося следует воспринимать легко, а сложности решать совместно с ним. Научить ребенка играть на фортепиано – процесс довольно сложный, трудоемкий. От умения педагога создать доброжелательную атмосферу зависит, насколько легко будут даваться ребенку новые знания и навыки. На уроках важно разговаривать с учениками о их чувствах, спрашивать мнение и, главное, вдохновлять их на успех. Выступления на конкурсах и концертах могут вдохновлять, зарождать в детях чувства. Выступления на концертах могут зарождать в детях чувство волнения и страха. Поэтому очень важно организовывать и проводить данные мероприятия так, чтобы они проходили без стресса, и дети чувствовали поддержку от педагога и от окружающих. Дух соперничества без чувства превосходства. Лучше делать акцент на личный рост, а не на сравнение с другими. Ну и здесь в заключение можно сказать, что формирование внутренней мотивации учащихся – это процесс развивающий и тонкий. Он затрагивает внутренний мир ребенка, определяет ценности, влияет на формирование личности. Положительно развитая мотивация улучшает психологическое, эмоциональное благополучие учащихся, подобно внутреннему двигателю, подталкивает к действиям и помогает преодолевать трудности и вдохновляет на достижения. Все. Спасибо за внимание. На этом мой доклад закончен. Спасибо, Чё? коллеги. Думаю, что, наверное, вопросов нету, да, очень полный доклад. И мы заканчиваем наш модуль выступлением Романовой Ирины Владимировны. Здравствуйте, меня зовут Романова Ирина Владимировна, преподаватель фортепиано, детская школа искусств номер 2 города Караганды, педагог-мастер. Всех коллег поздравляю со светлым праздником Араза Айт. Всем здоровья и благополучия. Тема моего выступления – формирование мотивации обучения школьников в классе фортепиано. Система образования имеет широкий спектр возможностей для развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. Для того, чтобы ребенок включился в работу, необходимо, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты им, то есть чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли таким образом отклик и опорную точку в его переживании. Актуальность проблемы формирования мотивации обучения школьников в классе фортепиано обуславливается тем, что она в ряду педагогических проблем занимает центральное место. Задача – определить уровни мотивации и главные мотивы к концертным выступлениям у учащихся специального фортепиано. Научно-практическая значимость данного исследования в изучении опыта педагогической деятельности, выявление факторов для стимулирования познавательной мотивации юных пианистов. Исследование осуществлялось на базе детской школы искусств номер 2 города Караганды в 2021-2024 годы и включало этапы
определение проблемы исследования в процессе поискового эксперимента и опытной работы в школе, изучение психолого-педагогической литературы по вопросу исследования, проведение контрольного эксперимента, анализ результатов, апробация достигнутого в практическую деятельность, обобщение и формализация результатов работы. Исследовать мотивацию значит определить ее настоящий уровень и перспективы роста, возможности ее скорого формирования у конкретного учащегося. Показатели исследования помогут эффективно и качественно планировать процесс выработки мотивации. Определение мотивов обучения – это создание в классе и в школе факторов для развития внутренних мотивов, целей, эмоций к обучению у учеников. Для подтверждения данной гипотезы и реализации поставленных задач мною привлекался целый комплекс методов, адекватных объекту и предмету исследования. В эксперименте принимали участие 15 учащихся моего класса, возраст 3-9 классы. С этой целью мной было проведено анкетирование. Анкета определения мотивов учения младших школьников и анкета определения мотивов учения школьников 5-11 классов. Итоги проведенного исследования были рассмотрены совместно с психологом и обозначены преобладающие мотивы по оценке самих учеников, которые можно дифференцировать по следующим направлениям. Преобладают мотивы самоопределения, познавательные, практические, саморазвитие, общение со сверстниками, общение с педагогом, самоутверждение, избегание неприятностей. Определение мотивов выражает различные подходы к овладению знаниями по специальному предмету и связано с жизненными планами, сложившимися ценностями ученика. Изучение мотивов, обозначенных учащимися, позволило мне дифференцировать учеников на 3 группы. Первая группа включает учеников, которые воспринимают обучение с позиции настоящей необходимости. Это 51% анкетируемых учащихся. Вторая группа учащихся выражает точку зрения, что побудительная сила настоящего и будущего одинаково. Это 33% анкетируемых учащихся. И третья группа учеников связывает свои ощущения и учебные интересы с перспективами будущего. Таких 16% учащихся. В своей педагогической деятельности особое значение отвожу формированию положительной мотивации обучения, которая способствует общественная ситуация в классе, активное привлечение учащихся к коллективным формам деятельности в школе. При совместной выборе с учащимися программы в начале учебного года обязательно оговариваю, что при добросовестном отношении к учебным занятиям и положительных результатах в изучении музыкальных произведений есть возможность принять участие в отчетном концерте отделения и школы в лучших концертных залах города. Активно мотивирует учащихся к плодотворной работе, проведение на отделении ежегодных конкурсов на лучшее исполнение пьес, участие в городских, областных, республиканских и международных конкурсах, концертах для родителей. Это повышает самооценку ученика, заставляет их работать интенсивно и целеустремленно. Выработке положительной мотивации помогает также отношение сотрудничества педагога и ученика, помощь педагога в виде советов, а не в виде прямого вмешательства, привлечение педагогом учащихся к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Очень часто предлагаю ученикам оценить свое выступление на академическом концерте самим, и оценка бывает даже ниже нашей педагогической. Формированию мотивации также помогает интересное изложение, новый способ подачи учебного материала, эмоциональность и духовность педагога, игровые ситуации, ситуации спора и дискуссии, грамотное использование педагогом поощрения и наказания. Важную роль в этом играет самостоятельное выполнение учеником учебных действий и самоконтроля. Таким образом, в результате проведенного исследования можно сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Первое. Задачи, которые ставятся перед учащимися в ходе учебной деятельности, должны быть внутренне приняты им. Необходимо формирование личностных мотивов деятельности учащихся,
Третье. При развитии мотивации использовать как внешние, так и внутренние мотивы, как познавательные, так и социальные мотивы. Четвертое. Необходимо изучение самой мотивации, выявление ее реального уровня и возможных перспектив. Пятое. Необходимо формирование мотивов учения, то есть создание в школе условий для проявления внутренних мотивов. Итак, формирование мотивации обучения школьников в классе фортепиано усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и помогает ему приобщиться к деятельному образу жизни. Ее специальное развитие рассматривается как важнейшая задача музыкально-образовательного процесса. Уважаемые коллеги, выражаю благодарность организаторам конференции, всем коллегам желаю плодотворной работы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Отличное завершение нашей конференции, да, нашей сессии сегодня. Я думаю, что вопросов у коллег нету, но все равно уточним. Коллеги, есть вопросы? Нет. Спасибо вам большое за выступление. Мы сегодня с вами очень большой блок рассмотрели, в котором обсудили практическое применение игровых методов и влияние цифровых технологий на музыкальное образование. Также, наверное, в мире, где цифровизация играет очень важную роль, важно понимать, как использовать современные образовательные технологии для улучшения музыкального образования. Также мы сегодня поговорили о том, как цифровые платформы и различные приложения могут сделать обучение более интерактивным и доступным. Ну и, наконец, затронули тему формирования мотивации и вовлеченности у наших учащихся, обучающихся, да, в Казахстане это обучающихся. Это одна из важнейших задач педагогов, как вовлечь детей в учебный процесс, сделать его интересным и мотивирующим для их дальнейшего развития. И все коллеги, многие поделились подходами, методами, которые помогут заинтересовать детей, вдохновить их на достижение более высоких результатов. Я уверена, что этот блог открыл для нас новые горизонты и предложил практические инструменты для успешной работы с детьми. Поэтому я всем желаю продуктивной работы и внедрения новых идей в вашу педагогическую практику. На этом наша встреча заканчивается. Всего доброго.